Хорошая новость сегодня ранним утром пришла в Башкирию из Индонезии. Янгантау стал первым геопарком в России, получившим статус ЮНЕСКО. Впрочем, республика за эту неделю не единожды попадала в топ федеральных новостей. Добрый вечер, я Альбина Хайруллина на канале БСТ. Время подводить итоги. Сделаем это вместе. Москва, Кремль, разговор с Путиным. Процентов сколько у вас инвестиций в основном? 113,6. Небывалый прирост инвестиций, особая экономическая зона Алгая, как будут лечить республику от высокой детской смертности. О чем еще доложил Хабиров и чем для президента запомнился Башкортостан. Пахло там нефть. Ездил на соревнования. Есть, Владимир. Задушила и закопала под кучей навоза. Все это время я говорила ему, что все будет хорошо. Годовалый Тимур, которого искали 2 суток, найден мертвым. Почему малыш оказался ненужным и что подтолкнуло мать на убийство собственного сына. Чтобы он не был голодным. Чтобы он не плакал. Холодный сентябрь 2019-го, но бабье лето все же будет. В дальнейшем мы ожидаем повышения температуры воздуха, и все придет в норму. На День знаний зонт не нужен, а вот с дачными делами нужно поспешить, небо затянут грозовые дожди. 1000 тонн золота, меди и цинка, 50 миллиардов вложений бизнеса. Развитие потянет за собой социалку, это подчеркиваю и налоги, которые придут опять же на территорию Республики Башкортостан. В Заурале дали старт строительству рудника на одном из крупнейших месторождений руды в России, где и когда вырастет город под землей. А судьи кто? Матч Уфы с Оренбургом завершился скандалом. Либо это коррупционная какая-то составляющая, либо это какая-то составляющая, ну, скажем так, ревностная. Спорный пенальти, мяч вне игры и реальный футбол на БСТ. Владимир Путин назвал очень хорошим показатель инвестиций в регионе. Поддержал создание в Башкортостане особой экономической зоны. Об этом шла речь на встрече президента страны и руководителя республики в Кремле. Ради Хабиров доложил о том, что с начала года вложения в основной капитал региона выросли на 13 с лишним %. Большой вклад в это делают игроки рынка сельского хозяйства и действующие предприятия республики, например, в Ишимбае и Салавате. А вот ситуацию с демографией и безработицей в республике еще предстоит выправить. Владимир Путин вспомнил, как в 70-х годах приезжал в Салават на соревнования по дзюдо. Репортаж Максима Окунева. Материнскую любовь она теперь делит на двоих. Нагрузка на организм при беременности двойней была такой, что Наталья Романова не смогла выносить малышей положенные 9 месяцев. Врачи диагностировали у плодов гипоксию и отправили на срочное кесарево сечение. Наталья переживала, что все это отразится на здоровье детей в будущем. Но высокотехнологичные процедуры и абилитация предотвратили инвалидность мальчиков. Немножко вес набрали, нас направили сюда. Здесь проходим процедуры, массажи. Витамины колят. Наталье, можно сказать, повезло. Во многих случаях роды наступают на 30-й, а то и на 26-й неделе беременности. Дети рождаются с чрезвычайно низкой массой тела в 600 граммов. Еще 5-10 лет назад преждевременные роды звучали как приговор ребенку. Предотвратить высокую детскую смертность в регионе Радио Хабирову поручил президент Владимир Путин. Но эту ситуацию мы потихонечку начали выправлять. Минздрав, каждый нас, в принципе, довольно жестко с нами в этой части работает. Женщинам помогать, мамочкам помогать, вести их, особенно сложные случаи. Действительно, у вас медицина? Медицина неплохая. Врачи уфимских клиник взялись за выхаживание недоношенных детей. Хирурги республиканского кардиоцентра делают операции на 25-граммовом сердце. Успех во многом зависит от вовремя поставленного диагноза. День операции назначают еще когда ребенок находится в материнской утробе. Сроки, время проведенной операции определяет успех. Речь идет иногда о часах, иногда о днях, когда нужно выполнить вмешательство. Поддержка демографии – это еще и социальные выплаты, наличие школ и детских садов. Так, к началу нового учебного года в республике распахнут свои двери 11 школ. Всего же в регионе 22 новых образовательных учреждений. Это лучший показатель в Приволжском федеральном округе. Города преображаются за счет масштабных программ благоустройства. 4000 подъездов отремонтируют до конца этого года. У многоквартирных домов появятся башкирские дворики, где больше парковочных мест, прогулочных и зон отдыха. Сейчас мы, видите, дожили до какого времени, что можно себе позволить, чтобы и двор был красивый, чтобы и дети играли, чтобы все было
так, как нужно для народа. Власти и бизнесмены тоже находят общий язык. Ради Хабиров оперирует цифрами. В республике стало проще создавать и вести малый и средний бизнес. Заметен рост объемов производства. Владимир Путин назвал очень хорошим процент прироста инвестиций – 13,6. В процентах сколько у вас инвестиций в основном? 113,6. 113,6 вот за полгода. 13,6. 113,6. Вот, Владимир, у вас в рублях это... Очень хорошо. Это неплохо, да. Это неплохо, это хорошо. Производители продуктов питания Европы по-прежнему под запретом, что помогает накачать свои продовольственные мускулы, отметил Ради Хабиров. Западный бизнес в таких условиях вкладывает деньги в республику. Так французская компания «Савенсия» построит в Белебее завод мягких сортов сыра. Мы давно планировали открыть такое предприятие в России, объездили всю вашу страну вдоль и поперек, пока не остановили свой выбор на Белебее. Здесь трудится прекрасная команда профессионалов, знающих свое дело и любящих его. Здесь производятся отличные сыры. Мы нашли прекрасный завод. В регионе сегодня целых 5 налоговых офшоров. Это территория опережающего развития: Белебей, Кумертау, Благовещенск, Белорецк и Нефтекамск. Для новых резидентов там скидки по налогу на прибыль и имущество, бесплатные инженерные сети. А вот свободной от таможенных барьеров будет особая экономическая зона, создание которой Владимир Путин поддержал. На границах Салавата, Стерлитамакского и Ишимбайского районов уже есть крупные химпредприятия, где рассчитывают на большой экспорт. Президент вспомнил, как в 70-е годы был в Салавате на соревнованиях по дзюдо. Пахло там нет. Ездил на соревнования. Есть, Владимир, и до сих пор есть. Когда занимался борьбой на соревнованиях. У нас там сильная школа была. Да. Соревнования проводили хорошие. Вообще у восточных единоборств и национальной борьбы Куреш большое будущее в регионе. Почти во всех крупных городах есть специальные школы. В Уфе Александр Карелин заложил первый камень строительства центра спортивной борьбы. А через 2 года республика примет чемпионат мира по греко-римской, вольной и женской борьбе. Максим Окунев, Римзат Билалов. Итоги недели. Особую экономическую зону в Башкортостане, о которой шла речь на встрече с Путиным в Кремле, назовут «Алга». На таких территориях привлекательные условия для инвесторов, налоговые льготы и таможенные преференции. А также это новые рабочие места, импортозамещение и существенное пополнение местного бюджета. В стране 25 таких территорий, наша республика может стать 26-й. 4 площадки уже выделены в Стерлитамакском и Ишимбайском районах. На одной из них побывала моя коллега Лилия Курбанова. Даже траву видно, вот каждую травинку, каждый этот. Все видно. В Ишимбае наступили белые ночи, шутят местные жители. Во дворах города установили новые светодиодные фонари. Отлично стало. И двор освещается, прям прекрасно. Все видно. Даже вот до мелочей все хорошо видно. Корпуса для фонарей везут из Кореи. Все остальные элементы производятся в Ишимбае. Сборка происходит на местном предприятии. Пока было только техническое открытие. Компания планирует выйти на производство 1000 единиц в месяц. Объем может увеличиться, когда организация станет резидентом особой экономической зоны. В этом случае на территории Ишимбая построят завод площадью 3000 квадратных метров. В первую очередь это занятость населения. Это в первую очередь, потому что те установленные преференции федеральным законодательством, они направлены прежде всего для того, чтобы пришли инвесторы. Где большой бизнес, туда подтягивается малый и средний бизнес. Придут другие малые инвестиции, которые не войдут на особую экономическую зону, но тем не менее будут обеспечивать их деятельность. Вот это немаловажно. Первая ОС была создана в России в 2005 году в Татарстане. Выручка за 2018 год составила более 90 миллиардов рублей. Инвесторы получают таможенные преференции, а также пониженную ставку налога на прибыль, освобождение от налога на имущество и на землю в первые 5-10 лет, льготы на транспортный налог. Издержки при реализации таких проектов в среднем на 30% ниже, чем по стране. Предприятие должно работать на территории особой экономической зоны. Землю резиденты получают бесплатно, уже с готовой инфраструктурой. В Башкортостане для создания ОС выделено 4 площадки, 2 в Ишимбайском и 2 в Стерлитамакском районах. Всего почти 470 гектаров.
Данное место было в муниципальной собственности, после в республиканской и уже в федеральной. Это одно из условий особой экономической зоны. То есть на границе, по сути, полномочия местной администрации заканчиваются. Электричество, газ, коммуникации здесь есть. Уже на территории их подводить к предприятиям будет управляющая компания. Получается такое государство внутри города. Некий анклав предпринимателей в Ишимбае. На включение в список резидентов ОЭС в Ишимбайском районе сейчас подали заявки 9 инвесторов. Начать строительство мясокомбината в следующем году готова компания «Патриот». Тушенку сейчас они производят в Сергиев-Посаде. На банках будут также написано «Патриот». Так точно, МПК «Патриот», но будет маркировка, что сделано в Ишимбае. У нас основная задача, чтобы наша заявка была утверждена правительством Российской Федерации до конца этого года. В 2020 году надеемся, что строительство начнется. Проект рассмотрели на инвестиционном часе в правительстве Башкортостана. Там учредитель рассказал о планах. После выхода на максимальную мощность предприятие будет выпускать 10 миллионов банок тушенки в месяц. Инвестор вкладывает в проект 750 миллионов рублей. Рабочими местами будут обеспечены 50 местных жителей. А фермеры получат новый канал сбыта своей мясной продукции. Для производства нашей тушенки мы будем использовать только местное сырье. Так как мы провели ряд переговоров с Бахрейном, с Китаем, готовы через площадку Ишимбая торговать на экспорт. И, соответственно, показывать до строительства завода налоги в местный бюджет и показывать себя уже как действующая структура на территории ОЭЗа. Правительство республики подготовило пакет документов для создания ОЭЗ в Башкортостане. Больше 40 томов. Сейчас они на рассмотрении в Москве. Руководитель региона Ради Хабиров подписал заявку, и теперь решение будет приниматься федеральными властями. Решили собраться, чтобы уже подвести итоги большой работы по подготовке заявки на подачу на получение статуса особой экономической зоны, поэтому будем надеяться, что все получится. Но вот я что заметил, вот под эту зону уже люди начали приходить. В своем инстаграме руководитель Башкортостана отметил, теперь нужна только удача. Новую 26-ю в России особую экономическую зону назвали «Алга». Может потому, что она должна подтолкнуть экономику Башкортостана вперед. Лилия Курбанова, Артур Елаев. Итоги недели. Ну и в продолжении экономической темы в Хайбулинском районе заложили первый камень в основании крупнейшего в республике производства стоимостью 50 миллиардов рублей. Ради Хабиров дал старт строительству рудника на одном из самых богатых медно-цинковых месторождений России – Подольское. Вместе с юбилейным запас руды оценивается в 9 миллионов тонн в год, а это медь, цинк и как минимум 133 тонны золота. Высокооплачиваемую работу получит 1500 человек. Что для нас важно, что это рабочие места, и мы очень надеемся, и мы разговаривали с руководством УГМК, что здесь, конечно, мы хотели бы, чтобы работали местные жители. Это первое. Второе, развитие потянет за собой социалку, это, подчеркиваю, и налоги, которые придут, опять же, на территорию Республики Башкортостан. Добыча на залежи Северной начнется в 2025 году, но центральной залежи еще через 7 лет. Здесь же построят обогатительную фабрику и комплекс очистных сооружений. По словам инвестора, 50 миллиардов рублей они вкладывают в новый проект. Не опасаясь рисков, условия, созданные в Башкортостане, есть далеко не в каждом регионе. Мать, лишившая жизни годовалого Тимура, арестована 2 суток. Сотни волонтеров, криминалисты и кинологи разыскивали мальчика на земле и под водой. Версии исчезновения Тимура Хабирова из Дюртюлинского района были различные. От похищения до убийства, во что так не хотелось верить до последнего. Однако в жестокой расправе над сыном созналась 28-летняя мама ребенка Юлия. Свой чудовищный поступок женщина объяснила тяжелым материальным положением. Пошла. Ну что? Все будет хорошо, если я его полюблю. Все будет хорошо. С такими словами 28-летняя мать убивала собственного ребенка. С дрожащими руками женщина рассказывает следователям, как завернутого в одеяльце годовалого малыша она успокаивала перед тем, как задушить. Детскую бутылочку взяла с собой и держала ее до того момента, пока не похоронила сына во дворе дома под слоем навоза. Рядом положить.
Я положила его. И все это время я говорила ему, что все будет хорошо. Тимура искали 2 дня. К поискам подключились сотни волонтеров с разных районов республики. Прочесывали всю местность в округе села Исмаилово, озеро и скотомогильники ближайших деревень. Как нам Следственный комитет сказал, что ребенок был типа завернут в одеяло, маленькое, вот светло-синее. Но под водой его тоже не видно, так что вот такая у нас единственная зацепка и все. Семья Хабировых считалась благополучной. Уроженка Челябинска Юлия и ее 2 детей, 5-летняя Камила и годовалый Тимур, переехали в Дюртюлинский район недавно. Женщина работала, сына частенько оставляла няне. С отцом мальчика расстались недавно. Жили небогато, при этом плохой матерью соседи ее назвать не могли. Что, она ты как бы нормальная она женщина была. Ты ничего такого за ней не видели. Все было у них там дома, чисто было и этот. И дети обутые все чистые были, не голодные. Она как-то с детьми была, все равно она смотрела. Я не скажу, чтобы она не смотрела. Она с детьми, у нее хорошо одетые, она сама швея, шила она. О пропаже малыша в полицию сообщила сама Юлия, причем обстоятельства исчезновения были весьма странные. Женщина рассказала, что вечером уложила ребенка спать. В 3 часа ночи она покормила его кефиром, а уже на утро обнаружила пустую кроватку. Подозреваемыми в первую очередь стали родители Тимура. Сама же Юлия обвинила отца ребенка. Она даже не позвонила мне, представляете, вот я-то ближе всех. Она позвонила Денису, что пропал. Она его стала обвинять, у тебя только ключ есть. А Денис ко мне приехали с милиционером в 8 часов как раз. Говорит, мама, ты представляешь, Тимур пропал. Дом был закрыт изнутри, как установило следствие. А в момент пропажи Тимура отец мальчика был у себя дома в Дюртюлях. Почти 2 суток допросов, и Юлия Хабирова созналась, что вынесла сына в коробке на улицу и оставила его в зарослях крапивы. Однако найти там ребенка не удалось. Скорее всего, так женщина хотела запутать следствие. Уже позднее горе-мамаша призналась, что расправилась с малышом. Ребенка нашли закопанным на глубине полуметра, завернутым в то самое одеяло. Сотрудниками отдела криминалистики и Следственного управления была грамотно выстроена тактика допроса, представлены собранные доказательства и установлен психологический контакт с матерью пропавшего ребенка. В результате последняя дала признательные показания и указала на местонахождение тела ребенка. В настоящее время следователями и следователями-криминалистами совместно с сотрудниками полиции проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, а также ряд иных необходимых экспертных исследований. Чтобы он не был голодным, чтобы он не плакал. За 2 месяца до преступления Юлия встала на учет в социальный центр. Ей помогли устроить Камилу в садик, а для Тимура нашли бесплатную няню. Тем не менее, свой жестокий поступок женщина объяснила нехваткой денег. Сейчас Юлия арестована, а ее 5-летнюю дочь забрали в приют. Динара Таймасханова, Радмир Азнабаев и Станислав Птица. Итоги недели. Календарное лето завершилось, но синоптики обещают так называемые бабьи выходные, на которых мы встретили осень, выдались прохладными, как в целом и весь август. Но синоптики говорят, что температура воздуха и прочие показатели были в норме. Видимо, к шапкам и зонтам летом придется нам привыкнуть. Но что будет с погодой осенью? Азат Самирханов пообщался с синоптиками и узнал прогноз на завтра и ближайшее время. Людмила Анатольевна, календарное лето у нас закончилось, но даже для первых дней осени, по-моему, как-то холодно. 6-8 градусов, эти ветра, дожди. Это норма вообще или нет? Ну, вы не ошибаетесь. Первая пятидневка сентября у нас предполагается холодной. Где-то средняя температура воздуха будет на 2-3 градуса ниже климатической нормы. Но в дальнейшем мы ожидаем повышения температуры воздуха, и все придет в норму. Ну вот конкретно по завтрашнему дню. Завтра учебный год начинается, все люди пойдут в школы, детей поведут. Как одеваться-то, собственно? 2 сентября давление будет достаточно высоким, и поэтому осадков мы не ожидаем. Ну, если только где-то капнет буквально пара капель. Температура воздуха будет все-таки не очень приятная. Ночные температуры воздуха 2-7 градусов, а местами и заморозки на почве и воздухе до 0 - 3. Ну а днем максимальная температура 10-15 градусов всего. Так что одевайтесь потеплее. Людмила Анатольевна, но бабье лето когда? Будет вообще, нет? Бабье лето где-то с конца первой декады, и 2-я декада ожидается достаточно теплой. Хотя отдельные дни
при прохождении атмосферных фронтов могут пройти дождики, но в целом температурный фон во второй декаде ожидается повышенным. Вторая декада, это значит будет больше недели, или это так называемые происходит? Ну, около недели, скажем, общей сложности, потому что если исключить дни, когда все-таки дождики вероятны, то, я думаю, с недельку хорошей погоды все-таки должно быть. Если повезет, то и побольше. Мила Анатольевна, вот это что у нас такое? Год такой или это какие-то глобальные процессы? Потому что раньше лето было лето, а сейчас не очень. Ни зима, ни зима, в декабре дождик может быть. Ну, во-первых, насчет раньше, сразу скажу, человеческая память очень избирательна, и часто мы помним то, что нам нравится помнить. Ну, а в целом, если серьезно говорить, конечно, да, потепление климата отмечается, это уже бесспорный факт. Просто выражается это потепление климата не таким образом, что у нас наступают тропики, а в том, что увеличивается количество неблагоприятных и опасных явлений. То есть перепады погоды стают более ощутимыми, более резкими, более частыми. То есть, например, взять летние месяцы, в среднем они вышли близкими к норме. Но перепады были такими ощутимыми, и людям, естественно, было некомфортно. То есть, например, даже в августе взять, первая декада у нас была холодная, на минус 3 градуса ниже, то есть ниже нормы существенно. Вторая декада была теплая. Третья декада выйдет, близко к норме. В целом месяц выйдет нормальным. А ощущения неприятные. Это, что называется, 4 дня плюс 35, а 2 недели 19 дождей в среднем у нас получается норма. Но, к сожалению, мы можем только принять погоду такой, какая она есть. Сделать мы ничего не можем. Спасибо большое. Амфитеатр, фонтаны, спортивные площадки. Этой осенью в Уфе появятся безопасные и комфортные места для отдыха, отвечающие мировым стандартам качества. Сегодня руководитель республики Ради Хабиров ознакомился с ходом реконструкции. В парке культуры и отдыха Первомайский начались работы по очистке и углублению пруда. По проекту рядом с водоемом в этом году появится амфитеатр и концертная площадка. В 2020-м дополнительно установят детские игровые комплексы, карусели и хоккейную коробку с трибунами. Строители обновят и арку в форме сердца, где часто проводят фотосессии молодожены. Ради Хабиров рекомендовал выбирать отделочные материалы республиканского производства, тем самым уйти от импорта. Со следующего года все республиканское. Только потому что корейцы открывают в Ишимбае. Мы знаем уже. Все, вот поэтому в этот год хорошо. Все хорошо. В следующий год все берет здесь. В Орджоникидзевском районе вновь откроется фонтан «Танцующие журавли» в сквере Дубки. Также здесь появится многоуровневое освещение, система видеонаблюдения и мощеные дорожки. К слову, бордюры здесь будут из серого гранита, который привезли из Училинского района. Строители обещают завершить все работы до 1 ноября этого года. 115 начинающих фермеров получат гранты до 4 миллионов рублей. На неделе в республике подвели итоги конкурса «Агростартап». Средства должны помочь встать на ноги сельхозпроизводителям, в том числе и тем, кто организует кооперативы. С начала года уже было создано их около 100. В Минсельхозе напоминают, что это крайне перспективное направление. Примеров тому достаточно. Жители села объединяются, начинают совместно либо производить полуфабрикаты, либо собирать молоко и сдавать его на предприятие уже по ценам выше. Таким образом, даже личные подсобные хозяйства могут быть вовлечены в эту работу и получить неплохой доход. Наш корреспондент побывал в одном из кооперативов и узнал, как даже в глухой деревне можно начать делать хорошие деньги. Материал Артура Шамсуддинова. 6 час утра, едва взошло солнце, а Эльнур Галимшин уже за рулем. В его маршруте 10 деревень, которые он должен успеть объехать, чтобы забрать у местных жителей молоко. Народ ждет. Им, как говорится, не волнует, что у тебя там выходные, праздники, день рождения. Всегда на работу. В первом населенном пункте Тульгузбаш 12 личных подсобных хозяйств, которые являются постоянными поставщиками. В их числе и пенсионерка Резида Кашбулина. Корова Марта – единственная кормилица. Ежедневно дает по 10 литров, которые отправляются в молоковоз. Летом, когда хорошее молоко, побольше, по 13. Выгодно, конечно, выгодно. Какие-то деньги все равно, какая-то выгода есть. Деньги вовремя дают. Прежде сельчане продавали сырье за бесценок перекупщикам. Ситуация изменилась, когда Эльнур Галимшин основал в деревне кооператив. Теперь у него самые высокие закупочные цены по Аскинскому району. Все потому, что часть стоимости молока субсидируется из бюджета. Объемы значительно выросли, и теперь за сутки 2 машины набирают по 1700 литров. Члены кооператива могут сами диктовать условия, за сколько продавать сырье на молокозаводы.
На государственные деньги, кстати, Ильнур и приобрел специализированный автомобиль, а также оборудование для молокоприемника и лаборатории. Человек в кооперативе может, например, купить технику, даже вот элементарно МТЗ, через кооператив 50% субсидируется. Это получается, он МТЗ покупает за 750 тысяч. Не 1,5 миллиона, а 750 только. Если корову покупает, элитный сорт тоже, племенную, тоже 50% субсидируется. Чем больше членов в кооперативе, тем больше и господдержка. На следующий год он вновь планирует повысить закупочные цены на молоко, которое пока вынужден сдавать на один из заводов. Однако в планах построить собственный цех по переработке и пакетированию. Первый шаг уже сделан. Под нужды предприятия взяли землю и даже провели дополнительную линию электропередач. В рамках республиканской программы поддержку получили свыше 100 кооперативов. Общий объем финансирования сельхозпроизводителей превысил 300 миллионов рублей. Чтобы получить средства из бюджета, нужно участвовать в конкурсе по доходогенерирующим проектам. Владельцам ЛПХ и КФХ необходимо объединиться в кооператив и разработать бизнес-проект. На реализацию могут выделить до 3 миллионов рублей. В республике достаточно успешных примеров. В Ургазинском районе фермеры объединились, чтобы наладить собственное производство полуфабрикатов и деликатесов. Вместо того, чтобы продавать бычков за бесценок, они только за одну смену в цехе способны производить до 300 килограммов дорогих мясных изделий. А в Балтачевском районе открылся кооператив, который будет принимать молоко от населения и перерабатывать его. Мы первые в России. В прошлом году 116 кооперативов, в этом году мы уже 100 создали. На 100 сегодня создано, закрылось всего 5. Закрывается старый. Ну, это нормальное явление, поэтому он живет. Дополнительно у нас теперь агростартап и дополнительная поддержка центра компетенции. То есть все то, что мы начинали, нацпроект нам дополнительно добавил, соответственно, деньги добавил. Кооперация позволяет уходить от посредников и решает проблему сбыта. Сейчас у производителей благодаря господдержке даже есть возможность пробиться на прилавки торговых сетей, что пару лет назад казалось невозможным. Это, кстати, одна из следующих целей, которую уже поставил перед собой Ильнур Гелимшин. Мужчина выиграл очередной грант уже по программе «Начинающий фермер» на покупку 20 голов скота. Скоро в его хозяйстве ожидается пополнение. Артур Шамсудинов, Роберт Давлетбердин и Константин Романов. Итоги недели. Аскинский район. А теперь о других не менее важных событиях недели в рубрике «Новости короткой строкой». Янгантау первым в России вошел в глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО. Решение об этом было принято сегодня в Индонезии. Геопарк Янгантау, созданный в 2017 году, расположен на территории Салаватского района Республики Башкортостан. Он представляет собой комплекс объектов геологического, биологического, исторического и культурного наследия. На его территории расположены геологические объекты международного значения, разрезы Мечетлино, Лаклы и гора Янгантау. Новый статус геопарка позволит сохранить богатое геологическое и культурно-историческое наследие территории, а также будет способствовать развитию международного туризма. В автобусах Башавтотранса с сегодняшнего дня введен счастливый час, то есть теперь по карте Алга можно будет ездить по Уфе на городских маршрутах с пересадками по одному билету в течение 60 минут. Подобная схема прорабатывается и между автобусами главного государственного перевозчика с трамваями, троллейбусами и частными маршрутками. Также с сегодняшнего дня все райцентры республики соединены транспортным сообщением с Уфой. Накануне Башавтотранс получил еще 180 новых автобусов среднего класса. В Башкортостане начали выдавать новые регистрационные номера с кодом региона 702. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил главный госавтоинспектор Динар Гельмуддинов. Также он отметил, что произошло это планово, так как номера с кодом 102 заканчиваются. В Уфе уже можно встретить автомобили с новыми номерами. Только вот серии 3А у 702 не будет. Страшная авария в Туймазинском районе на этой неделе унесла жизни 2 детей. ДТП произошло на подъезде к селу Нижнетроицкое. Водитель за рулем иномарки съехал в кювет с последующим опрокидыванием и наездом на дерево. 2 девочки 6 и 4 лет погибли на месте происшествия. Водитель и его 24-летняя пассажирка госпитализированы. Известно, что дети перевозились без удерживающих устройств. Кроме того, водитель ранее уже был лишен прав за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Выкупить свой долг можно будет за 2,8% от его стоимости. Минэкономразвитие подготовило законопроект, который может в корне изменить положение заемщиков в стране.
Российские банки могут обязать продавать гражданам их кредиты с дисконтом. Ведомство хочет обязать финансовые учреждения перед передачей долга третьим лицам, чаще всего таковыми являются коллекторы, предложить его по аналогичной цене самому заемщику. Поскольку долги физлиц в среднем перепродаются за 2,8% от их размера, такой выкуп фактически означает списание кредита. От Оренбурга до Северно-Ледовитого океана за 71 день путешественник из Магнитогорска пешком преодолел 3000 километров, чтобы подняться на все самые высокие точки разных географических зон Урала. Подобного еще никто не совершал. По пути пришлось столкнуться с множеством трудностей. Прежде всего, комфортному прохождению мешала дождливая погода и постоянный подъем уровня рек. Путешествие завершилось в конце августа. На этой неделе 31-летний Кирилл Франюк приехал в столицу Башкортостана. В скором времени молодой человек хочет поменять прописку на уфимскую. С кавалерией против танков в Кармаскалинском районе прошла масштабная реконструкция боев 112-й башкирской кавалерийской дивизии. Мероприятие стало продолжением торжеств, посвященных 120-летию со дня рождения Минигали Шаймуратова. С трибун за происходящим на земле и в небе наблюдали тысячи зрителей. Еще больше участников уже присоединились к флешмобу Шаймуратова в интернете. А вот 7 сентября всех ждут на площади Салавата Юлаева. От разрыва снарядов и автоматной очереди закладывают уши. В реконструкции задействованы десятки единиц техники и сотни солдат. Военные формы и оружие участников постановочного сражения в точности повторяют оригиналы времен Великой Отечественной войны. Ожесточенный бой разгорелся у деревни, которую оккупировали немцы. Советские войска не без потерь, но смогли прорваться сквозь укрепления захватчиков и освободить населенный пункт. Во многом благодаря 112-й башкирской кавалерийской дивизии во главе с генералом Минигали Шаймуратовым. Я увидел, с каким восторгом зрители воспринимали выход Шаймуратова генерала, поэтому Шаймуратов генерал сегодня вернулся, и дух его, нашего героя, вернулся. После боя пехота отдыхает под звуки гармошки, в лесу готовится к наступлению башкирская кавалерия. Воины не жалеют своих жизней ради тех, кто остался дома, жен, детей, матерей. Они же, в свою очередь, взвалили на себя мужские обязанности. Все для фронта. Девиз того времени потомки не забудут никогда. Тихо, тихо. Давай, 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 давай. Солдат идет! Кроме реставрации сражения, для гостей организовали выставку, на которой поисковики представили личные вещи павших бойцов. Они обнаружены во время раскопок. Саперные лопатки, каски, фрагменты винтовок и осколочных гранат. Экспонаты уже давно заржавели, но до сих пор хранят в себе память о кровопролитных боях и подвиге солдат, защищавших свою родину. Многие до сих пор не вернулись домой и покоятся в братских могилах или воронках от точного попадания немецких снарядов. Пытаемся сначала верхний слой снять. И если боец вот так аккуратненько не лежит, то значит его разбросало от взрыва и надо копать вот воронку, раскапывать полностью. Бывает, в воронке лежат по 3-4 бойца. В эпицентре событий, показывающих жизнь на фронте и в тылу, оказался и Ради Хабиров. После реконструкции боев он отметил, сделает все для того, чтобы увековечить имя Минигали Шаймуратова. Все эти годы правительство республики, общественные организации старались добиться присвоения генералу звания Героя Советского Союза посмертно. Я обещаю, что я приложу все свои силы для того, чтобы это случилось. И я уверен, нас поддержат. В родной деревне Шаймуратова, переименованной в его честь, 4 года назад установили памятник легендарному комдиву. Цветы к его подножью возложил Ради Хабиров и участники торжественных мероприятий. В скором времени почтить память воина таким же образом смогут и уфимцы, не выезжая из города. На Советской площади появится еще один сквер и памятник башкирскому герою. Генерала Шаймуратова почитают не только в Кармаскалинском районе, в Башкортостане, но и далеко за пределами республики. И хотя со дня рождения Минигали Мингазовича прошло уже 120 лет, имя его до сих пор живет в сердце народа.
Потомки кавалеристов дивизии живут в самых разных частях мира. И чтобы объединить их всех и найти новые документы о боевом пути башкирской конницы, в интернете запустили флешмоб. Чтобы принять в нем участие, достаточно исполнить и записать на камеру песню о генерале и разместить ролик в социальных сетях с хэштегом «Шаймуратов». Акцию поддержали ведущие нашего телеканала и оперные певцы с мировым именем. Громче всего эта песня прозвучит 7 сентября в Уфимском амфитеатре рядом с конгресс-холлом Торатау. Во время масштабного флешмоба, который начнется в 15 часов, единым хором ее исполнят тысячи людей, после чего все участники акции выстроятся в фигуру огромной звезды. Хотя на официальном уровне Минигали Шаймуратова героем пока еще не признали, для своего народа он останется им навсегда. Азат Садреев, Азат Ишбулатов и Родион Матвеев. Итоги недели. Ну а теперь о спорте. Честно ли судят Уфу? Поражение башкирского футбольного клуба от Оренбурга обернулось скандалом. Судья матча Игорь Панин, который проводил всего вторую игру в премьер-лиге, принял ряд решений не в пользу уфимцев. В конце первого тайма арбитр сначала назначил пенальти в ворота команды Вадима Евсеева, затем удалил за вторую желтую карточку защитника Александра Пуцко. Споры вызвала и ситуация со вторым мячом гостей, который, возможно, был забит из положения вне игры. Генеральный директор ФК Уфа Шамиль Газизов назвал работу судей беспределом. Сегодня по этому поводу высказался и председатель попечительского совета клуба Ростислав Мурзагулов. И вот что он рассказал в интервью нашей программе. У нашего оппонента не было ни одной возможности другой забить, кроме как из офсайда, когда они забили. Мы смотрели внимательно, и вне игры там положение было. Или с придуманного пенальти, плюс еще удаление, которого тоже совершенно не должно было быть. Вот. Это, конечно, 3 грубейшие результативные ошибки, которые непосредственно сказались на результат. То есть, как бы, о чем это может говорить? Ну, либо это невысокий профессиональный уровень судейства, что очень плохо, либо это предвзятость, что еще хуже. А предвзятость может возникать по 2 причинам. Либо это коррупционная какая-то составляющая, либо это какая-то составляющая, ну, скажем так, ревностная. Да? То есть кто-то пытается указать ФК Уфа ее место. Да? То есть, как будто у вас предпоследний бюджет в лиге, сидите на предпоследнем месте. Но мы с этой позиции никогда не согласимся. Ну что ж, посмотрим, как будут развиваться события далее. Что немаловажно, посмотрим на БСТ. Кстати, уже завтра на нашем телеканале стартует новый сезон. Поменяется оформление телеканала и его начинка. Концепция основана на традициях нашей республики и возврату к истокам. В эфире останутся любимые зрителями передачи, но кроме того, впереди новые интересные и захватывающие проекты. К примеру, тот же футбол. Реальный футбол на БСТ, где любителям попинать мяч придется сразиться с профессионалами. Как удалось воплотить футбольный проект, казалось бы, в хоккейной республике, расскажет наш корреспондент. На пляже отдыхаем. Песок в глаза лезет. Каждая тренировка на износ, иначе даже нет смысла выходить на поле против футболистов Уфы. Шутка ли? Этим ребятам нужно наверстать то, что мастера нарабатывают годами. Разницу могут восполнить только нереализованные детские мечты и амбиции. Доказать, что фристайлеры тоже могут играть в футбол и неплохо играть. Ну, я прям хочу забить футбольный клуб Уфа. Реальный футбол – реальный шанс сыграть с командой премьер-лиги. Проект телеканала БСТ и футбольного клуба Уфа оказался востребованным. Сначала желающие, а их набралось порядка 400, заполнили анкеты в интернете. Заявки поступили не только со всей республики. Из Казани, Сургута, Нижневартовска. Но на отбор по решению тренерского штаба пригласили чуть больше 3 десятков. Начать наше путешествие в реальный футбол. Однако продолжили участие не все. Тренерский штаб во главе с Евгением Перевертайло исключил несколько человек. Оставшиеся прошли медосмотр, в том числе и Олеся Мазур. Известный блогер решила воспитать в себе футбольный характер. Едем за победой в футболе. Ребята уже начали тренировки. Все они проходят на главном стадионе республики. Никто практически не пропускает занятия. В противном случае и смысла нет участия в проекте. Это понимают и сами участники. Один из них даже уволился с работы ради реального футбола на БСТ. Это правда, что ради проекта ты уволился с работы? Да. Объясни мне мотивацию. Я не могу понять. Ты настолько любишь футбол или... Именно с детства.
не удается, не получается подцепиться где-то полупрофессионально, профессионально, но все равно нравится. Это дает мне какой-то тонус в жизни. Когда я не занимаюсь футболом, у меня полная апатия и полная депрессия. Есть участники, которые приезжают в Уфу из разных городов – Давлеканово, Стерлитамака, Туймазинского района и даже Хайбулинского. Только скажи мне честно, это правда, что ты на каждую тренировку приезжаешь из Хайбулинского района? Ну, не на каждую, но в неделю раз, да. Ну, это же дальше, чем Москва. Не тяжело? Бывает тяжелый момент. Они отпрашиваются с работы, по новой выстраивают свой график, чтобы приходить на занятия. Но на поле все равны – пчеловод и предприниматель, студент и преподаватель. Было много моментов для принятия мяча, но мы их просто не получали. До встречи с мастерами их ждет масса испытаний. Игра с командой «Башстар» во главе с Айдаром Галимовым, тимбилдинг со спортивным психологом, товарищеский матч в исправительной колонии по следам Кокорина и Мамаева. В реальном футболе все по-взрослому, поэтому участников даже застраховали. А вы страхуете от пропущенных мячей? Отличный вопрос, конечно. Нужно будет уточнить. Я считаю, что футбол для этого и создан, чтобы реализовывать свои планы и определенные мечты. Вот я думаю, что такая мечта у них реализовывается. Не пожалели, что не отправили анкету? Мне нельзя. У меня травма. Я через 3 месяца готов буду играть, и тогда я отправлю обязательно. Итак, реальный футбол начинается на главном канале Республики. Старт 2 сентября в 22:00. В это время по понедельникам и средам будут выходить все выпуски проекта с повтором на следующий день. В конце сентября состоится едва ли не самый принципиальный матч сезона. Против мастеров премьер-лиги на поле выйдут любители, которым надоело амплуа диванных критиков. Все только начинается. Роза Хабибуллина, Шамиль Каримов, Владислав Минязев, Айдар Шарипов и Азат Петров. Итоги недели. Ну а мы с вами будем встречаться, как всегда, по воскресеньям в 21:30. Спасибо, что были с нами. Встретимся в следующее воскресенье. До свидания.